Книга Дашидондок и Сергея Батоевых. История рода Бадмаевых, основоположников тибетской медицины в России. Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 4. В предыдущей части мы говорили об авторах, которые работали над биографией Петра Александровича Бадмаева. Далее. Основательную исследовательскую работу провел доктор педагогических наук Жигмит Тумунович Тумунов. Его материалы мы тоже приводим в данной публикации. Интересное исследование сделала заслуженный работник культуры РСФСР, журналистка Долгар Жукдуровна Жукдурова. Она изучала семью Бадмаевых, которые жили уже в Петербурге. В свое время Жукдурова училась в Топтанайской школе крестьянской молодежи. В своих работах Борис Гусев описывает так. «Мой дед по рождению монгол в ранней молодости пас овец в Агинской степи Забайкалья и учился укрощать диких степных кобылиц. Жамсаран Бадмаев был самым младшим, 7-м сыном Засогола Батмы, скотовода средней руки, имевшего до 100 кобылиц и столько же овец. Богачами же считались те, кто имел 1000 табуны. Жили в шестистенной юрте и кочевали по Агинской степи весьма независимо, кланяясь лишь русскому исправнику и угощали его водкой и бурятскими бузами. Следуя учению Будды, в семье никто не пил водку, но держали штоф другой для гостей и начальства. Это была выдержка из строк Бориса Гусева. Правнук Дансухан Бадмы, Борис Гусев, в данном случае ошибается, указывая, что Бадмаев являлся монголом. По нашим же материалам Бадмаев был бурятом хуацайского рода местности Топтанай. На долгое время семья обосновалась в местности Ампил-Хунды, нынешнего села Топтанай. Отца Петра Александровича Гусев называют Бадма, а следует писать Бадма через «д». Но это вполне простительно европейскому человеку. Важно то, что Борис широко раскрыл читателям обширную деятельность Бадмаевых, поэтому мы выражаем ему глубокую благодарность и уважение. Заслуженный учитель РСФСР Найданов тоже занимался изучением личности и творчества Петра Александровича Бадмаева. Доктор медицинских наук Эльберт Базарон рассматривал Бадмаева как царского врача МЧ. Добавим, что исследователи Дашидондок Батоев, Найдано и Базарон в свое время непосредственно проживали в селе Топтанай. Таким образом, на основе анализа трудов вышеперечисленных авторов и впервые введенных в научный оборот архивных источников мы раскрываем генеалогическое древо Бадмаевых, которые внесли существенный вклад в становление и развитие тибетской медицины в России. Многие из православного рода стали врачами, работали простыми тружениками, а когда началась Великая Отечественная война, достойно сражались с врагом на фронте. Однако о политической и дипломатической стороне деятельности Бадмаева, а также конкретной врачебной стезе мы существенных дополнений не вносим. На наш взгляд, это отдельная серьезная тема для дальнейшего научного исследования. Итак, авторы представленной историко-медицинской исследовательской работы, кандидат исторических наук Дашидондок Батоев и доктор медицинских наук Сергей Батоев провели аналитическую работу в архивах Республики Бурятия, Санкт-Петербурга и Москвы. В начале нашего исследования рассмотрим сведения о разных поколениях рода Бадмаевых, предоставленные ветераном труда и тыла Жамсо Бадмаевичем Базаровым, который родился в семье Жамбалова Жаргала в 1934 году. Его матерью была Даржиева Жаргалде, но вскоре его отдали в дети родственникам в семейство Базара Бадмаева. Матерью стала Балма Цимпилова.
С детства Жамса-Базаров знал, что является родственником Петра Александровича Бадмаева. Мы уже указывали, что в советское время системное изучение наследства Бадмаева не приветствовалось, ибо он интерпретировался как шарлатан. Но, несмотря на это, Жамса-Базаров постепенно собирал материалы и сведения о Бадмаеве. Соответственно, он также получил определенную информацию от Базаржаповой Долгар Базаржаповны, которая была женою талантливого учителя Ладан Хвоина. Между тем, сама Долгар именно принадлежит к прославленному роду Бадмаевых и является дочерью Базаржа Будаева, племянника Петра Бадмаева. А Буда и есть один из сыновей Бадмы Дансуханова, от которого берет начало генеалогическое древо Бадмаевых. Эту родословную Базаржапова составила еще в 1974 году. Следует заметить, что в документах все пишут Долгар Базаровна или Саран Базаровна, а в самом деле Базаржаповна. И теперь нам все становится ясно. Следует добавить, что Жамса Бадмаевич Базаров окончил Бурятский сельскохозяйственный институт и достойно проработал сначала зоотехником, а затем председателем Судунтуевского сельского совета и далее председателем колхоза имени Калинина в Агинском районе Чеченской области, ныне Забайкальский край. Таким образом, на основании указанной записи Долгар Базаржаповны Базаржаповой мы начинаем рассматривать материал о родословной знаменитой семьи Бадмаевых. Жил на свете Дансуханов Бадма из барон-хаацайского рода. Тут еще в кавычки указано Дансуханов или Засоголов. Тут есть еще версии. Первоначально семья обосновалась в местности Тугны, ныне Мухоршибирского района Республики Бурятия. Семья первоначально жила бедно, воспитывалось 7 сыновей: Жимба, Сультим, будущий Александр Александрович Бадмаев, затем Анчик, потом Ампил, Бода, Дамдин, Жамсрын. Это уже будущий Петр Александрович Бадмаев. По данным Долгар Жукдуровой, племянники Бадмаевых Долгар Базаржаповна Базаржапова и Дарья Баракшаевна Аракшаина в советское время ездили встречаться с кем-то из рода Дансухановых в Тугной, ныне деревня Бар Мухорсибирского района Республики Бурятия. Они были в селе Хашон-Узур, встречались с далекими родственниками Бадмаевых. И здесь следует сказать, что существовал улус Бурят-Бар, ныне Хошон-Узур. В старину весь Тугной назывался Баронхари, являясь западной частью Хоринской степной думы. Надо полагать, что родственники обосновались в селе Хошон-Узур, где теперь обитают тугнуйские буряты, а в селе Бар живут только русские люди. Из Тугнуя Бадмаевы укочевали в местность рек Хилок и Ингада, а далее оказались на территории нынешнего села Топтанай Забайкальского края. Корреспондентом медицинской газеты Борис Сергеевич Гусев поведал следующее. В Бурятии принято знать своих предков Бадма, в переводе значит «лотос». Так звали дочь Чингисхана. От нее и идет наш род. Но наш дед, бурят из окраинной глубинки империи, человек, можно сказать, другой эпохи, иной цивилизации, сумел не только прижиться в Петербурге. Жамсаран Бадмаев стал потомственным русским дворянином, действительным статским советником, статским генералом. Становится очевидным, что в истории бурятского народа лекари Сультим и Жамсаран Бадмаевы первыми проложили дорогу к царскому двору благодаря своим усилиям и замечательным трудом, лечением больных методами и способами тибетской медицины. Безусловно, в то историческое время это было нелегко, но они постепенно пробивали дорогу, тут в кавычки сказано, в сухом чиновном Петербурге. По данным Найданова, прадед Петра Александровича был Занул Шулинга. Что такое Занул Шулинга? Тут идет пояснение. Бурятский князь, стоявший во главе племени или рода,
сборщик подати, сотник. В 1703 году он в составе хорибурятской делегации под руководством родового зайсана Бадана Турахина ездил в Москву и получил грамоту от Петра I. Большая семья держала личное подворье, состоящее из 50 голов крупного рогатого скота, 100 овец и 30 или 40 лошадей. Поэтому дети рано приучились к тяжелому домашнему труду, ухаживали и пасли скот. Но их отец Бадма, будучи грамотным и честолюбивым человеком, стремился дать образование своим детям. Выбор отца падает на самого старшего, Цультима. Его в 6-летнем возрасте отдают в буддийскую школу Агинского Дацана Забайкальской области. После трудной 10-летней учебы Цультим успешно заканчивает медицинский факультет буддийской высшей школы. Ему присваивается звание ученого ламы Манранба, то есть профессора тибетской медицины. Постепенно в поисках плодородных земель семья Дансухан Бадмы укочевала в долины рек Хилок и Ингада. Безусловно, приходилось активно бороться за свои права с русскими и другими пришлыми поселенцами. Таким образом, семья оказалась в местности озера Бальдина и реки Иля, а затем и реки Таптанай. Члены рода много работали, не покладая рук. В итоге на территории Таптанай семья Бадмаевых обосновалась в местностях Нижний Таптанай, Хондей, Асашибир, Ампил и Дундухунды. Это все местности таптанайские. Действительно, хорошие земли постепенно освоили Бадмаевы. Так, в местности Таптанай поселился сам Бадма Дансуханов, по-местному Дансухан Бадма, с женой Пагмой Мантухановой. Семья по тем временам стала зажиточной. По данным Жигмет Тумунова, Пагма была трудолюбивой и доброй женщиной, уважаемой всеми родственниками и одноулусниками. Пагма охотно занималась домашним хозяйством, поддерживая огонь в своей большой юрте и ухаживая вместе с детьми за скотом. У них родилось 14 детей, в том числе и 7 сыновей. Надо отметить, что из местности далекого Таптаная впоследствии вышли многие ученые, деятели культуры, медицины, сельского хозяйства, народного образования, писатели и другие. Они, безусловно, гордятся своей малой родиной. Ныне местные жители называют эту местность Падью Ампил Хунды, где дольше всех жил один из сыновей Бадмаевых – Ампил. Подросшие сыновья женились и стали обживать свои территории. На этом мы закончим 4-ю часть. Дальше будет еще интереснее. Продолжение следует.